Так, здесь кто указан заказчиком? Заказчик МКУ «Главстрой», город Якутск. Так, генеральный подрядчик у нас «Оптимастрой», да? Да. Вертекс. 386 метров. Вот объем выемки. Почти 3000 кубических метров. Срок строительства 2 месяца, да? То есть Да, но уже дольше идет. 15 июля должен закончиться. Да. Здесь осталось сколько метров, получается, до завершения? 15. 15 метров. 15 метров, вот они перед нами. Все остальное выложено. Труба 1,5-метровая закопана под дорогой. Сделаны габионы Рено, как сказать, по низу идет гидроизолирующая подстилка. На них водопропускающие габионы. Вода, которая хлынет с аэропорта по лоткам, она будет напитывать эту почву, заболачивать его. Остатки уже будут попадать в наше озеро сквозь вот эту 1,5-метровую трубу. Если целые квартиры затапливает из-за незакрытого смесителя с диаметром гусака 1,5 сантиметра, то что произойдет через 1,5-метровую трубу на такое маленькое озеро? Это будет катастрофа. То есть работы еще на той стороне будут. Сергей, получается, вот траншея пролегает по самому короткому, на ваш взгляд? Однозначно, даже на любой взгляд, по самому короткому. Есть фотографии, где указаны озера, заболоченность на территории аэропорта. И самый короткий участок, вот он. И здесь тоже были какие-то участки, или здесь выпуски? Это было ведомственное СВХМ. СВХМ разорился, свинарники были заброшены, какой-то хозяин нашелся. Дальнейшее я не знаю. А так это территория свинокомплекс СВХМ был. Опишите, что здесь может быть в перспективе, какая ситуация сложится в связи с тем, что сюда будут сливаться дренажные воды. Мы уже видим пока еще небольшой ручеек грунтовых вод, причем где заканчивается подстилка, вот примерно до этого уровня, то есть как минимум 1,5 метра, все это подымется, все вот это будет залито водой, грязной, отравленной водой. То есть вы уверены, что в эту воду, которая будет сливаться по каналу дренажному, попадают остатки топлива? Разумеется. Даже не собирают грибы возле дорог, потому что они впитывают все ядовитые вещества рядом с источником сгорания. Ну, вот. То есть это выхлопы такие? Да, даже просто вот на такую мелочь обратите внимание, канал не доведен до озера. Угу. То есть уже изначально, что ли, планируют подъем воды до этого уровня. А раньше озеро насколько было чистым? Вот скажут, что оно было всегда грязным и ничего не потеряется. Простой показатель. Чайки, рыба, купание. Обратите внимание, возле участков стоят лодки. У большинства участков есть лодки. Есть мостки, с которых купались. Сейчас все лодки на берегу. Люди перестали ловить рыбу. Чаек почти не видно. Рыбы стало намного меньше. Купаться давно перестали. Лет 6 назад как. Там ангар находится? Да, ангар, участок. И он находится на том месте, где был раньше шлюзы. сток. Да. Шлюз, да. Шлюз, да? Ряд дач и частных домов, расположенных на улице 50 лет Советской армии, 67 с дробями, многими дробями, вдоль озера, которое раньше было проходной протокой, сейчас очень обеспокоены вновь возникшей проблемой, которая образовалась из-за того, что на наше озеро выводится канава, водоотводный лоток огромной проходной мощности
ведущий из аэропортовской территории для того, чтобы сделать дренаж аэропорта, для того, чтобы обезводить болото и озера, которые находятся за забором на территории порта. Все это делается в рамках, говорят, федеральной программы по благоустройству аэропортов. То есть выделены дикие деньги, против которых нам, частникам, живущим здесь на озере, ни одной отсыпкой не выстоять. Что называется, принцип курятника. Кто богаче, то у того отсыпка выше, тот топит других, оставаясь сам. Я одобряю в целом, что если будет существовать грамотная система дренажа, но опять повторюсь, грамотная, законченная, а не по принципу «лишь бы у меня не топило», а дальше вода не теки. Именно силами главстрой, подрядных организаций, огромные массы воды с озер, болот, аэропорта, которые заражены уже окислами тяжелых металлов, свинца и отходами горения топлива аэропорта, сейчас хлынут на наше озеро, погибнет вся экология в этом озере. Уже сейчас стало меньше рыбы, меньше чаек, а когда поднимется еще и уровень озера, то все эти дома можно смело объявлять зоной чрезвычайного бедствия. Поэтому прошу городские власти, республиканские, федеральные, продумать дальнейшие пути отвода этих вод в реку, на очистные сооружения, которые находятся совсем рядом, находится слив водоканала. В конце концов, просто пересмотреть частично проект, потому что применили самый простой путь, самый короткий, очевидно, самый дешевый, что слить в ближайшую лужу то, что накопилось в моем хозяйстве, а то, чтобы продлить дальше трубы, сделать шлюзы и остальное, то есть грамотную и законченную систему водоотведения. Об этом никто, включая округ, включая работников подрядной организации, не знает и даже не слышал. Выполняя работы такого уровня, обязательно должны быть общественные слушания. А таких никто из живущих здесь жильцов не слышал. Точно так же, как и на той стороне тоже никто ничего не знает. А вот из этого озера, куда собирается сбрасывать воды с территории аэропорта, есть какой-то проток куда-нибудь в другие места? Нету, оно замкнутое. И территория, где раньше находились шлюзы, сейчас находится в частном ведении за забором. Шлюзы заварены, и уровень воды поднимается. Могу смело сказать, что уже после этого, после того, как была продана та территория, и кто-то там застроился, уровень воды поднялся минимум сантиметров на 80. То есть раньше мой участок был 6 соток, сейчас он 5. 2 сотки захватила вода. А во-вторых, мы с этого озера поливали свои огороды, то есть получали какой-то урожай. У меня вот, например, я многодетная мама, у меня 8 детей. Естественно, уже 16 внуков и внучек. Вот. Мне нужен этот огород вот прям позарез. А он у меня полностью затопится, полностью. И что я буду делать? Куда я денусь? А на округ выходили, что вам говорят? Округ мы написали, сообщения наши прочли, но ничего не ответили. А вы ходили на администрацию аэропорта? Нет. А какое-нибудь обращение в мэрию было? Вот сейчас как раз и готовим, почему и обратились к вам. Природоохранная прокуратура, Минэкологии, мэрия, федеральные надзорные органы должны обратить внимание на эту пока еще не случившуюся, но приближающуюся экологическую катастрофу.